Добрый день, Сооронбай Шарипович. Я рад, что вы согласились дать это интервью, потому что я знаю, что вы вообще не любитель давать интервью и не любитель тесного контакта с прессой. Тем ценнее наша встреча сегодняшняя. Я вот посчитал, вы на посту премьер-министра провели уже 492 дня. Это достаточно большой срок для премьер-министра в Кыргызстане. Обычно сидят меньше на этой должности. Ну вот первый вопрос. Какими достижениями может похвастать ваш кабинет министров? Здравствуйте, Дима. Я тоже очень рад встрече с вами. Наш кабинет министров за эти год и 4 месяца мы можем сказать, что мы достигли очень хороших результатов. Это первый, это рост объема ВВП, рост промышленного производства, рост экспорта и поддержка сельского хозяйства. Это кредитование наших аграриев, которые мы спустили до 6%. И мы приняли очень много программ, концепций, которые заработают в будущем, и они дадут очень позитивные результаты нашему народу, нашей стране. Это развитие регионов, проект ирригации, обеспечение чистой водой. И мы приняли много программ по развитию сельского хозяйства, особенно по переработке и поддержке наших семеноводческих и племенных хозяйств. Ну, конечно, здесь мы не можем обойтись без цифр. Я вам назову цифры, которые подтверждают, что наше правительство за год, 4 месяца успешно поработало. Был экономический кризис, как вы знаете, в 2016 году. У нас был спад, когда мы пришли в апреле месяца, был до 95,1%. У нас ВВП спад 4,9% было. Мы в конце года, результатом 2016 года, рост объема ВВП составил 3,8%. Рост экспорта составил 5,1%, 1%. И мы эту тенденцию мы сумели сохранить. Сохранить в 2017 году. По результатам 7 месяцев 2017 года объем ВВП вырос на 6,8%. Рост промышленной продукции, которое было падение на 25% в апреле 2016 года, по результатам 7 месяцев 2017 года у нас рост 31,60%, рост промышленного производства. И очень радует, в 2016 году было падение экспорта на 17%, а по результатам 7 месяцев этого года у нас экспорт вырос на 30%. То есть, получается, ситуацию удалось переломить даже. Да, да. Какие-то минусовые показатели превратить в плюсовые показатели. Да. Нам удалось мобильно. Я так понимаю, это связано с тем, что отчасти, что наша страна участвует в Евразийском экономическом союзе. И вот в связи с этим такой тоже вопрос. В конце прошлой недели состоялось заседание Межправсовета Евразэс. Восстание, вы там принимали участие вместе с другими премьер-министрами. Каковы итоги нынешних переговоров? Это первый вопрос. Второй вопрос. Насколько комфортно себя сейчас чувствует экономика нашей страны в составе ЕАЭС? Потому что есть определенная критика тоже в этом плане. Да, в Астане мы провели заседание Евразийского межправительственного совета, где мы рассмотрели в узком расширенном формате 14 вопросов. Очень нужные вопросы. Мы в основном достигли консенсуса, приняли решение там. И мне удалось в ходе заседания провести рабочую встречу с моими коллегами Российской Федерации и с коллегой с Казахстана, а также состоялась встреча с президентом Республики Казахстан Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. И вы правы, да, много было критики. Как вы знаете, когда мы вступали в Евразийский экономический союз, 12 августа этого года исполнилось ровно 2 года, как мы вступили в этот союз. И тогда было очень много критики. У нас при вступлении
в этот союз, мы потеряем очень много в экономическом развитии. Много было аргументов, но настойчивостью и упорством нашего президента мы смогли вступить в Евразийский экономический союз льготными периодом и очень хорошими условиями для Кыргызстана. Это решение правильное, выверенное было решение, оно время само показало. Насколько я знаю, очень сильно вырос экспорт нашей да. сельхозпродукции. Сельхозпродукция, экспорт вырос в страны ЕС, и в третьи страны тоже выросли. И самое главное, что у нас выросло собственное кыргызстанское производство и в сельском хозяйстве, и в промышленности, и в горнорудной отрасли, во всех отраслях экономики у нас идет рост. Что это говорит о том, что мы правильно вступили в Евразийский экономический союз. И самое главное, что мы достигли, это те же условия нашим мигрантам получают такие же условия, какие есть у граждан России. Вот это самое главное. Нашим гражданам, которые работают и живут в России, стало легче переходить границы. И российская сторона особенно хорошо уделяет внимание нашим гражданам. Вот, например, один пример вот, по водительским удостоверениям. Приняли закон, и президент России, уважаемый Владимир Владимирович Путин, он подписал, а вчера в РСС этот же вопрос ставили армяне, что им водительское удостоверение там уже не работает в России. Это тоже говорит о том, что у нас особое отношение при вступлении в Евразийский союз и как бы очень много льгот для наших граждан. Ну, вот еще один важный прорыв в международной политике, во внешней политике Кыргызстана произошел, я так понимаю, 2 дня назад, когда в Бишкеке впервые за много лет состоялись переговоры премьер-министров Кыргызстана и Узбекистана. К нам в Бишкек приехал глава правительства соседнего Узбекистана Абдулла Арипов. Вы провели с ним переговоры. И, как я понимаю, решались вопросы, которые никак не могли решить за 26 лет независимости. К чему в итоге пришли? Да, мы с очень радостью встретили делегацию из братского Узбекистана во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым. Вы правильно заметили, за годы независимости наших стран это первый визит премьер-министра Узбекистана в Кыргызстан. Да, это обычно наши туда ездили. Да. Обычно наши ездили. Это первый визит, и это нас очень обрадовало. И наша встреча прошла в очень таком конструктивном, дружеском, братской обстановке. Мы провели заседание 2 комиссий. Это 8-е заседание межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству. И 2-е – это межправительственная комиссия по делимитации, демаркации государственных границ Кыргызстана и Узбекистана. Но по первому вопросу у нас было много проблем, как вы знаете, которые годами не решались. Все эти вопросы перед нами работали эксперты. Потом мы в узком формате очень хорошо переговорили, потом в расширенном формате. И мы смогли решить многие проблемы и достичь многих договоренностей. Что радует, что вопрос сопредседателя поднят до уровня глав правительств и Узбекистан, и Кыргызстан. И это позволит оперативно решать все актуальные вопросы, которые стоят перед нашим государством, во-первых. И во-вторых, мы договорились с премьер-министром Узбекистана расширять и углублять наши торгово-экономические отношения и снять торговые барьеры, препятствия, которые существуют между нашими странами. А таких много. Мы эти вопросы поставили, особенно поездки наших граждан в соседнюю республику. Они тоже согласились. И в культурно-гуманитарной сфере тоже мы согласились углублять, расширять и проводить культурные мероприятия в наших странах. Мы тоже договорились, что они будут поставлять сельскохозяйственную технику, машинное оборудование и другую продукцию. С нашей стороны мы предложили и договорились, будем поставлять продукцию пищевой перерабатывающей промышленности, молочную и мясную продукцию. Мы будем поставлять текстильную, электроламповую продукцию и многое другое. А также мы договорились активно работать в сферах
физкультуры и спорта, молодежной политики, здравоохранения, образования и социальной защите. 8 лет эта межправкомиссия не проводилась. Не проводилась. Это тоже такое знаковое значение для нашего правительства, что в наш период состоялась эта встреча двух премьер-министров. По демаркации мы провели заседание. Там мы очень долго сидели. Как вы знаете, мы... Ну, это, наверное, самая сложная проблема взаимоотношений Кыргызстана и Узбекистана. Да, вы правы. Это самый сложный вопрос и сложный такой вопрос был, который мы обсуждали очень долго, и брали перерывы, обсуждали. Но мы этот вопрос тоже как бы двинулись с места. Вы знаете, вот встреча наших президентов двух государств, Алмаз Шатамбай, у него был визит в Самарканд, где он встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Миромовичем Мирзиёевым. Там тоже была очень дружеская, хорошая встреча. И они договорились о возобновлении наших межправкомиссий. И на этой основе демаркация межправкомиссии прошла успешно. Мы за 16 год с августа месяца, по 17 год август месяц, за один год наши рабочие группы межправительственной делегации провели 15 встреч. 15 встреч, это очень много. Мы за годы выезжали на места, да, и на каждый месяц, один месяц 10 дней в Узбекистане, один месяц 10 дней у нас встречались. Таких встреч за годы не было, за многие годы, да, за один год. И это тоже дало результаты. И мы смогли договориться, описаны, утвержденные участки 1170 километров 530 метров. Мы согласились проект этого описанных участков, проект внести в договор о государственной границе между Кыргызстаном и Узбекистаном. Это уже за 25 лет. Это крайне серьезное достижение. Это серьезная работа, и личные отношения тоже наших президентов. Это очень повлияло на этот переговорный процесс. Это я должен особо отметить. Давайте перейдем к другому блоку вопросов. Все-таки хотелось, чтобы наше интервью не ограничивалось какими-то цифрами, какими-то показателями. Хотелось бы немножко поговорить о вас лично и о вашем кабинете министров, и вообще об отношении к власти. Вы знаете, есть такое странное выражение немножко, что каждый народ имеет то правительство, которого он заслуживает. Вот у вас, как у главы правительства, у вас есть какие-то претензии к своему народу? Народ, конечно, всегда прав. Народ прав. Вот я езжу много по регионам, 7 дней, неделю, 2 дня мы выезжаем в регионы, встречаемся с людьми. И что мне очень радует, я видел в 2010 году, какое было у нас состояние. Я работал губернатором, встречался с людьми. И 17-й год. Это разница неба и земля. Народ совсем стал другой, совсем другой. Что поменялось? Когда езжу, народ уже работает над созиданием, созидательным трудом. Созидать трудом, помните, в то время было, каждый день по 3-5 митингов было, да? Митингов стало меньше, почти что нет уже. Страна, она начала работать. И в долинных, и в горных регионах я встречаюсь с людьми, и это радует. Народ тоже хочет этого развития, чтобы был у нас мир и спокойствие. Меня это радует. Да, теперь лично к вам перейдем. Вот вас нередко критикуют, нередко беспощадно критикуют, нередко критикуют несправедливо даже. Вас раздражает это? Когда критикуют, критика тоже полезна очень. Я это правильно понимаю, правильно принимаю. Иногда я очень анализирую и делаю выводы из этих критик. И бывает иногда, когда я благодарю тех людей, которые конструктивно критикуют нас. Там, где критика, конструктивная критика, там и развитие. Да, мы всегда должны все это воспринимать, решать. И что мы открытая страна, это тоже помогает работе правительства. Те проблемы, которые иногда мы упускаем и в парламенте, и в средствах массовой информации, все это открыто говорят, и мы над этим тоже работаем. Это тоже как бы помогает работе правительства.
и развитию страны. Я знаю вот такой факт из вашей биографии. В молодости вы играли в Кокберу. Как-то это помогает вам в работе? Вообще, какие качества вы тогда как бы выработали в себе? Кокберу это сложная, очень интересная игра. Это как бы американский футбол и регби. Да, А у нас это еще жестче. Да. Жестче. Здесь участвует человек и животное, это лошадь. Здесь нужна отличная физическая подготовка, ловкость. Здесь уже командный дух нужен, решительность игрока принимать решения. У нас таких правил, которых сейчас не было. Та игра была почти без правил, где участвуют сотни улахче людей, игроков за одного козла борются. За одного козла борются. Это такой был игра без правил, когда начинали с утра, заканчивали поздно вечером. Да, и когда все вставали. Ну, вы побеждали? Да, приходилось вместе с командой побеждать. Но я еще играл в волейбол, участвовал в районных, областных, республиканских, всесоюзных соревнованиях. Да, я участвовал в первенстве Кыргызстана, участвовал за хоккейный Казахстан, когда мы занимали 3-е место. Ну, по долгу работы, после окончания вуза, я поехал работать в хозяйство, и еще осталось в истории. Но я сейчас играю в волейбол, когда играл. Ну, 2 года уже не играю, как приехал в Бишкек. Ну, сейчас, наверное, некогда? Сейчас некогда, сейчас некогда. А каким был самый сложный момент? Может быть, вот именно такой момент, когда было очень тяжело? Может быть, не в должности премьер-министра, а в должности, в какой-то другой должности. Вот такой вот момент, когда вы испытали себя. Трудный момент это было в Аше, когда я работал губернатором области. Это 2010 год, апрель месяц, июнь месяц, когда страна тоже была на грани распада в апреле месяце. И самый трудный момент это межэтнические события в городе Ош, которые произошли в 2010 году в июне месяце. Это были самые трудные моменты моей жизни. Я это вспоминаю всегда, у меня это все в сердце. Я всегда до сих пор переживаю эти моменты. Как глава правительства, наше правительство, оно работало в условиях спокойствия мира. У нас была очень большая поддержка президента. Мы с Жогорку Кенешем сработались хорошо. Мы не вовлекались ни в какие политические дискуссии, никакие игры. Смогли достичь тех целей, которые были поставлены президентом, Жогорку Кенешем, народом. Мы смогли за короткое время выполнить те программы, которые были утверждены правительством и Жогорку Кенешем. Вот я сейчас вспомнил ваш отчет перед парламентом. Наверное, это впервые в истории было, когда премьер-министр так легко отчитался перед Жогорку Кенешем, что практически единогласно ваш отчет был принят, это весной этого года, и особой претензий-то не было к вам. С Жогорку Кенешем мы очень близко и плотно работали с ними. И результаты отчета за 2016 год, они были хорошими, поэтому Жогорку Кенеш нас поддержал. При всем таком позитиве, вот внутри самого кабинета министров не все так спокойно. И я знаю, что нередко в СМИ попадают ваши горячие очень высказывания, которые вы озвучиваете на заседаниях, на совещаниях правительства. Некоторые из них становятся крылатыми выражениями. Чика-шике, выйди за дверь, например. Это стал сейчас популярный очень интернет-мем. И очень многие стали применять эту фразу в своей работе. Вы по натуре все-таки вспыльчивый человек или хладнокровный? Ну, конечно, я хладнокровный, уравновешенный человек. Меня не просто так вывести из себя. Слова, которые я сказал «чика-шике», я тоже иногда переживаю, что я сказал это слово, да? Что это слово. Я не должен был говорить это слово. Но так вышло, то совещание, которое я проводил, это было такое совещание, когда мы рассматривали те проблемы, чрезвычайные ситуации, которые произошли за год у нас. И те проблемы, которые должны были решаться, и были выделены деньги, они были не решены, поэтому меня это вывело из себя. Когда вижу тех людей, которые по долгу службы должны выполнять эти функции, которые не выполняют, и я вижу тех чиновников, которые
стали бюрократами, тех людей, которые медлят с решениями тех простых задач, которые нужны простому гражданину, простому человеку, мне это бесит, понимаете? Все в руках этого человека, который может решить эту проблему, а он тянет на месяц, на неделю. Вы прослыли таким очень непробиваемым, хладнокровным и абсолютно не сентиментальным премьер-министром. А какие моменты у вас вызывают... Вы даже не улыбаетесь. Кстати, за это вас тоже критикуют очень часто. Вот. Какие моменты в вашей работе вызывали у вас улыбку радости? Может быть, улыбку гордости? Может быть, слезы гордости? Когда мы закончили хорошим результатом 2016 год, после Джигурки, когда мы удачно отчитались, когда нас поддержали 98 депутатов, хорошая поддержка была. И радует меня вот особенно этот год достижение наших спортсменов, юных спортсменов. В этом году я 3 раза принимал наших спортсменов. 3 раза наших спортсменов. И они достигли очень хороших результатов на международных аренах, на олимпиадах. Наша молодежь не только в спорте, но и интеллектуальная олимпиада тоже завоевали награды. Вот недавно стала чемпионкой мира по молодежи Медет Хазайпери. И недавно двукратная чемпионка Азии стала Дарья Маслова. Когда они поднимаются на пьедестал почета, поднимается флаг, играет гимн Кыргызстана. И я хочу, чтобы всегда наш флаг поднимался в разных международных соревнованиях, не только в спорте, и в других достижениях. Ну вот работа премьер-министра при всех плюсах достаточно неприятная, насколько я понимаю, потому что вам приходится отдуваться за всех, и все шишки-то на вас валятся. Вот. И всю критику, весь удар критики вы берете на себя. По сути, неприятная работа, но вот есть какие-то моменты, что вам нравится делать в вашей работе? Я люблю работать. Хороший ответ. Да. Я люблю работать. Я вот отпуск, например, я последние 2 года не брал, но я отпуск беру, я сам больше отдыхаю неделю. Я больше не могу отдыхать. Хочется на работу. Люблю работать, вот серьезно. Отпуск не берете, а как вы все-таки отдыхаете? Ну, в любом случае, душа и мозг должны как-то переключаться на что-то. Есть какие-то вещи, которые позволяют вам вот это вот очистить голову? У меня работа, вечером за ужином разговариваю с семьей. После ужина я гуляю, хожу, мыслю и строю планы на будущее, на следующий день. И самый главный отдых для меня это и работа. А когда с семьей беседуете, вы о работе говорите? Когда я с семьей беседую, я о работе никогда не говорю. Я никогда семью, свою работу, свои проблемы не вовлекаю. Семья для меня это отдельное святое место. Она не должна вовлекаться в работу. Да, семья для меня это создает условия для работы. Но у меня остается время, когда вечером после работы за ужином посидеть, поговорить. Иногда праздничные дни, иногда наша работа в воскресенье, иногда после обеда в воскресенье остается время обсудить некоторые проблемы с близкими, с родными, с семьей. Бывает, но мало. Расскажите о родителях своих. Родители дали мне братьев, сестер, родители, братья, сестры, супруги, семья, дети. Это от Бога. Я всегда ценю, дорожу этим. Но когда вспоминаю моих родителей, я их каждый день вспоминаю. Они меня всегда в груди, в сердце, отец, мать. Они мне очень много дали. Я вспоминаю отца, он всегда такой строгий, мудрый, но щедрый. Вспоминаю мать, она всегда спокойная, нежная. Да. И когда у меня много проблем бывает, в жизни бывает, всякое бывает. И вспоминаю отца и мать, у меня всегда в душе станет спокойно. Они мне дали жизнь, они меня воспитали, поэтому я такой, какой есть. Что они могли, для меня они все сделали. Я всегда думаю, я оправдал их доверие, стали таким, каким они хотели меня видеть. Это были прекрасные люди для меня, самые лучшие. Ну и напоследок, ваши пожелания нашим телезрителям. Всем нашим телезрителям я желаю крепкого здоровья,
долгих лет жизни, счастья, успехов во всем, во всех начинаниях, мир и спокойствие. И мы жили в самой лучшей стране, как Кыргызстан. Спасибо большое за это интервью. Спасибо вам. Спасибо большое.